Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека в начале мая озвучили инициативу о том, что все исправительные учреждения должны подвергнуться проверке. Общественники и правозащитники отреагировали моментально. Они выдвинули идею о тотальной проверке всех исправительных учреждений, в которых заключенные недовольны условиями содержания. Напомним, случаи массовых бунтов зафиксированы в колониях Башкирии и Нижегородской области. Из исправительных учреждений Северной Осетии такие жалобы не поступали, но проверкам подобные заведения подвергаются систематически. В отличие от ряда других российских колоний, в нашей республике права заключенных соблюдаются, о чем свидетельствуют отчеты сотрудников местного УФСИН и работников СИЗО. За последнее время нареканий со стороны курирующих органов, то есть прокуратуры, с правозащитных организаций, с общественной наблюдательной комиссии, у нас нареканий не было на содержание осужденных в нашем учреждении. Наши осужденные в полном объеме обеспечиваются всем необходимым, то, что им положено по закону. И нареканий не было. Все, что положено осужденным, они получают все в полном объеме согласно нормативных актов. Более того, у заключенных есть возможность ходить в тренажерный зал, посещать различные творческие секции. Особое место в жизни заключенных занимает вероисповедание. Здесь буквально соседствуют христианство и ислам. С 2011 года по нынешнее время я здесь как староста православной общины и смотритель часовни. Батюшка приходит, нам проповеди читает. Ну, это какая-то отдушина здесь в зоне. Вера. Вот братья-мусульмане у нас здесь, тоже общаемся с ними. Какие-то споры возникают по вероисповеданию, кто прав, кто нет. Особо можно отметить качество образовательной системы при колонии. Так, профессиональные училища могут подготовить слесаря или механика достойной квалификации. Все учащиеся по освобождению способны устроиться на работу, начав новую жизнь. Успехи есть. Почему? Те, которые стараются, они вполне овладевают специальностью слесаря по ремонту автомобилей. Успехи есть. Двое учащихся, которые, как исключение, я буду ходатайствовать о присвоении им 4-го разряда. Это максимальный разряд, который у нас возможно дать учащимся. Остальные, кто похуже, послабее, еще экзамен покажет. Свидания с родными и близкими тоже никто не отменял. Для таких кратких встреч предусмотрены специальные помещения, но без пристального надзора не остаются ни визитеры, ни сами заключенные. Всего в стенах исправительной колонии около 1000 заключенных. У каждого своя история, свои взгляды. Здесь каждый занимается чем-то своим. Кто-то печет хлеб, кто-то изготавливает мебель в цеху, кто-то готовит. Некоторые решили сосредоточиться на образовании, которое не удалось получить на воле. Есть те, кто больше не представляет своей жизни без веры. А есть и другие, которые часто возвращаются сюда, потому что нигде больше не могут прижиться. Фатима Дзываева, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Thank you.